1,5 миллиона рублей за вред окружающей среде. Столько заплатит горнодобывающая компания «Алдан» за загрязнение реки Большая Тырканда. В Якутске начались отборочные туры игр Дыгына. Сколько спортсменов принимают участие? На любой вкус в столице открылась 10-я юбилейная выставка кузнецов «Дархан-Уз». 60 ведущих мастеров представили якутские ножи. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Горнодобывающая компания «Алдан» заплатит более 1,5 миллиона рублей за вред окружающей среде. Апелляционная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда республики от 13 августа 2018 года. Напомним, в августе 2016 года Минприроды Якутии зафиксировала факты загрязнения реки Большая Тырканда. Установлено, что компания «Алдан» сбрасывала сточные дренажные воды в реку, из-за чего ухудшилось качество воды. В пробах сточных вод эксперты зафиксировали содержание загрязняющих веществ, превышающие фоновые показатели реки. В последнее время увеличилось количество и объем безналичных операций. Так, по данным отделения Национального банка по республике, количество платежных карт, выданных на территории Якутии, приблизилось к 1 миллиону 800 тысячам единиц. Вместе с этим растет количество краж денежных средств с банковских карт. Около 80% мошеннических операций с банковскими картами происходит именно в интернете. К сожалению, с каждым годом количество таких преступлений растет. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что ни одна кредитная организация, ни Центральный банк никогда не требует от клиентов полных сведений о пластиковой карте. Если от имени банка злоумышленник просит сообщить номер карты, срок ее действия, фамилию, имя, владельца карты и защитный код, это однозначно мошенники. В 21 классе школ Мирнинского района ввели карантин. По данным, в школах номер 7, 26 и Политехническом лицее города Мирного, а также в школе номер 5 поселка Айхал заболели 598 учащихся. Районное управление образования принимает дополнительные меры в период эпидемии, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. К занятиям не допускаются дети и персонал с признаками заболевания ОРВИ. Во всех школах идет контроль поддержания оптимального теплового режима, проводится дезинфекция, а также обеззараживание воздуха в коридорах и классах. Если в классах или в школе в целом отсутствуют дети 20 и более процентов от количества детей в классе либо в школе соответственно, то класс либо школа закрывается на один инкубационный период, который составляет от 7 дней. По состоянию на 15 февраля в Мирнинском районе закрыты 21 класс, что составляет в принципе 5,7% от всего количества обучающихся в Мирнинском районе. От помощи людям с ограниченными возможностями здоровья до поддержки якутян, которые проживают за границей. В Якутии объявлен старт первых проектов, посвященных году консолидации. Презентация прошла в историческом парке «Россия. Моя история». Подробнее расскажет Ольга Башук. Художник, дизайнер и хозяйка магазина винтажных вещей. Могу помочь с организацией поездки на выставку Basel Art или Basel World, или любую другую выставку в немецкоговорящих странах. Якутяне всего мира, объединяйтесь! Проект «База знаний» нацелен на поиск соотечественников за рубежом, которые готовы предложить помощь и свои услуги землякам. Хотим создать такую единую базу знаний, в которой будут разделены профессии тех наших сограждан, которые живут в разных странах и которые готовы помочь нашему бизнесу, либо просто населению. Потому что многие могут организовать интересные туристические туры индивидуальные и так далее. Проект запустился в социальной сети Instagram и Facebook. На моей личной странице «Релиз Анда» можно зайти, увидеть ролик и узнать условия.
Для людей, которые хотят оказать помощь, и для тех, кто в ней нуждается, добровольцы презентовали приложение «Харысхал Альянс». Его разработали ученики IT-школы Илларионова весной прошлого года. Пока доступна версия для пользователей гаджетов операционной системы Android, но в скором времени оно заработает и на платформе iOS. Наше приложение создано для того, чтобы сократить процесс от волонтера к человеку, которому необходима помощь. То есть человек бросает запрос, в приложение о том, что ему нужно куда-то съездить или организовать какое-то мероприятие, а доброволец, если у него есть возможность, он присоединяется и помогает непосредственно человеку, который отправил запрос о помощи. Если нужно кому-то оказать помощь в передвижении от пункта А в пункт Б, если кто-то передвигается на коляске, может быть, помочь собрать какой-то материал, какие-то средства, там для семей, которым необходима эта поддержка, может быть, провести какую-то акцию благотворительную. То есть такая некая платформа, где каждый может принять участие и попросить помощи. Проект «Патриотический десант», который представила Якутская кадетская школа-интернат, призван реализовать общественные инициативы по гражданско-патриотическому воспитанию, а нацелен он на все возрастные группы. Этот проект именно будет консолидировать все три направления патриотического воспитания. Это в целом культурное воспитание, гражданско-патриотическое, спорт, волонтерство и добровольчество. Это будут семинары, это будут совещания, различные площадки, дискуссионные площадки и так далее. Вот и запущены первые проекты года консолидации. Он только начался, а якутяне уже принимают активное участие и предлагают свои идеи для улучшения жизни своего города и республики. Ольга Башук, Григорий Охлопков, Якутск. Начался прием заявок на первый этап конкурса президентских грантов России 2019. В этом году он пройдет в 3 этапа. Сегодня в рамках республиканского проекта «Гражданские выходные» для социально ориентированных некоммерческих организаций республики провелись семинары по вопросам регистрации НКО, по подготовке заявки для участия в грантовых конкурсах и написанию проектов. В Якутии фондом президентских грантов поддержано 56 проектов на общую сумму более 61 миллиона рублей. В этом году прием заявок продлится до 15 мая. Сегодня здесь собрались все общественники Центрального округа. Здесь находятся серебряные волонтеры, здесь находятся общественные организации движения, детского движения, а также женского движения. И вот сегодня мы пригласили ресурсных центров. Ресурсные центры сегодня будут помогать, консультировать, а также вот сегодня общественные организации перед нами, перед министерствами и перед ресурсными центрами, они будут защищать свои проекты. И в этом году предусмотрено в фонде 8,5 миллиарда рублей. С сегодняшнего дня начались отборочные туры игр Дыгына. Количество участников с каждым годом растет. В этом году за путевку будут бороться 37 спортсменов. Среди них есть и титулованные, такие как Егор Филиппов, Артем Варданян и другие. В отборочный тур вошли все 7 видов многоборья. Соревнования пройдут сегодня и завтра. Победители наградят путевкой и ценными призами. В Якутске открылась 10-я юбилейная выставка кузнецов Дархан-Уз. 60 ведущих мастеров из разных уголков республики и города Якутска представили якутские ножи. В рамках мероприятия ожидается состязание мастеров-изготовителей якутского ножа. Абсолютного победителя выявят по 3 номинациям: лучший кухонный нож, лучшая художественная работа и лучший охотничий нож. В награду лауреату вручат статуэтку кузнеца, или, как ее называют организаторы мероприятия, «Якутский Оскар». Выставка открыта для всех желающих и будет работать 2 дня. Мастерство участников становится все лучше и лучше из года в год. С нами сегодня участвует Мандар Уз, основоположник кузнечного дела в республике Саха-Якутия. У него очень много учеников, и он сегодня сам отмечает, что его ученики начали делать очень хорошие, качественные вещи. И надо понимать, что эта выставка является свидетельством передачи традиций якутского народа, основ якутского народа более молодым мастерам.
На международных играх «Дети Азии» на Сахалине завершились необычные соревнования по биатлону среди девушек. Изюминка забега в составе команд, которые формируются двумя участницами из разных сборных. Всего приняли участие 15 команд. Они прошли дистанцию в 4,5 километра. Золото получила команда, в состав которой входят представители Уральского федерального округа и Дальнего Востока. На втором месте Сахалин и Сибирский федеральный округ. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Якутии и Сахалина. Республику представила воспитанница Алданской школы, лыжница Роксана Хабытина. Отметим, что Роксана биатлоном занимается всего 2,5 месяца. Лыжи у меня сегодня работали хорошо, но на последний круг, чтобы втрое стать, ног немножко не хватило, они все закислились. Вот. Но стреляла сегодня лучше, чем обычно. Она мне пришла третья. После первой стрельбы я стала первой, но потом стойко все решила, я вот в итоге третья. Сегодня в Южно-Сахалинске пройдет церемония закрытия первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». В 17 часов по местному времени телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» покажут прямую трансляцию церемонии закрытия, которая будет проходить на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске. Таковы новости к этому часу. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.